очень признательны всем литераторам, которые работают в регионах, за представление белорусской литературы. Я покажу несколько книг, это не только то, что выпущено в последнее время, то, что я показываю, но еще целый ряд книг, которые выпущены и которых нет у меня в руках. Антологии белорусской литературы, коллективные сборники белорусской литературы вышли в Элисте на русском языке. Ильич Попов подготовил интересную книгу. Вышли в Чувашии, благодаря Валерию Тургаю, переводчику, вот эта вот книга. Вышли в Татарстане, благодаря известному татарскому писателю, поэту, переводчику, общественному деятелю Ринату Харису. Здесь просто ретроспектива белорусской поэзии, классики и современники. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный поэт Татарстана Ринат Харис, тот проводник, с которым белорусская поэзия пришла в Татарстан. И книга Адама Ахматукаева, который активно работает по пропаганде белорусской литературы, белорусской поэзии на страницах журналов «Война», «Гоч» и других изданий, которые выходят в Чеченской Республике. И еще одна реплика. Хочу сказать, что многие представители разных литератур представлены в альманахе «Даля-гляды». Это белорусский альманах, «Горизонты». Такое, наверное, может быть, кто-то поспорит со мной и подскажет близкое слово, да, «Даля-гляды» и «Горизонты». Или же, по крайней мере, «Горизонт» — это синоним. Здесь представлена литература Соединенных Штатов, Китая, России, Франции, Германии, Италии, Польши, Израиля, Сербии, Эквадора, Украины, Литвы, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Бангладеш и Венесуэлы, те произведения, которые переведены в последние годы. Появление новых идей, одна из которых у меня вдруг возникла, а что бы случилось, если бы появилась Всемирная ассоциация писателей? Куда бы входили представители всех государств, и все бы они вырабатывали свою политику. Не обращая внимания на политику отдельных государств. А эта политика производилась к чему? Что могут сделать писатели для того, чтобы на земле действительно было мир, чтобы меньше было лишенных людей права проживать, вынуждая их выезжать в миграцию, там мы видим массовую миграцию происходит. Что можно сделать, чтобы в конце концов государства наиболее сильные в мире свои средства, которые тратят на вооружение, хотя бы частично тратили на то, чтобы не наступило голода в какой-то стране и спасти даже в настоящее время целое население от этого явления отсутствия пищи. Чтобы они потратили часть своих вооружений на то, чтобы спасти мир от грядущей катастрофы в виде нехватки воды. Вот сейчас мы видим, все-таки скачок произошел. Сейчас на совещаниях молодых все-таки они обратились к любви, они обратились к чему-то светлому. Возрождается, как мы тогда говорили, производственная тема. Именно это обращаем внимание, и мы в Ханты-Мансийске планируем провести выездной секретариат Союза писателей России именно о человеке труда, о человеке созидающем. Это для нас очень важно, и мы хотим, чтобы издатели повернулись к этому, потому что 2 года назад, извините, я попросил своих друзей в издательстве, какая самая продаваемая книга. Самая продаваемая книга оказалась «Очищение желудка». Это вот тот, кого мы воспитали. Мы воспитали в каком-то, в том числе и мы, писатели, своим качеством произведения, может быть, да, тем не менее это есть, и это страшно. И вот исправление вот этой ситуации, мне кажется, величие поэта, величие писателя — это не только количество произведенных книг, то, что стоит у него на полке. Все-таки величие писателя — это едут ли к нему, к его истокам, к его порогу родному, его почитатели. Я хочу прочесть стихотворение великого белоруса Янки Купала в своем переводе. Стихотворение «Молодая Беларусь».
вольный ветер промчался в могучей красе, с доброй песней над бором и пущею, осеняя стремительный солнечный сев, звезды веру вдохнули в грядущее. Здравствуй, бурное время великих надежд и рассветное, и долгожданное. Беларусь, ты ручей из-под снежных одежд, ты живая вода первозданная. Далеко тебе течь к светлой сказке житья, полем, лесом, горой и долиною, из-под снежников нежных корона твоя. Ты сама, чистота лебединая, заповедную песней былых гусляров ты звонишь над лугами и нивами из минувшего, из стародавних веков, в те, что самыми станут счастливыми. Плоть от плоти от солнца, живой огнецвет, сеешь ласково сны золотистые. Не пугает тебя беспокойный сосед, не пугает дорога тернистая. И не зная границ, городов, деревень, наступает волна обновления. Сердце радостью полнится, завтрашний день принесет золотые мгновения. Веселей топоры в заповедных лесах будет эхо зимою морозною. Веселее поют за косою коса от зари до зари песни росные, как радостно, что в этих песнях труда слышу меньше страданий и горя. Счастье новый закон для людей навсегда пишет крепкой рукою история. Над тобой орлиные крылья простер новый век, чтобы думы постылые ты будила, зовя на великий простор, наделяя живительной силою. На край света гонцов отправляешь в полет соколят из гнезда соколиного. Пусть скорее народ поднимают в поход, нет сильнее народа единого. Сторона моя, хватит в дремучих лесах прозябать сиротой сиротливою, сиротою забытою, из болотища кривды на праведный шлях. Выходи ты с душою открытую, соколиное племя, родная семья. Поднимайся ты в небо просторное, занимай, Беларусь, молодая моя, меж народами место достойное. Я имею честь представлять Государственный центр перевода Азербайджана, поэтому хотел бы пусть и кратко рассказать о нашей деятельности. Более 30 лет Центр перевода выполняет важную и многотрудную миссию по сближению культур и народов, создание межлитературных связей и налаживание международного сотрудничества по литературным поприщам. Наш центр распахнул свои двери в 1989 году. Около 25 лет он был общественной организацией, а в 2014 году получил статус учреждения. За все эти годы Центром была проделана огромная работа по пропаганде азербайджанской литературы во всем мире и ознакомлению наших читателей с подлинными сокровищами мировой литературы, среди которых произведения таких маститых авторов, как Франц Кафка, Томас Вулф, Октавиан Бернецкий, Тарей Бесос, Патрик Марьян и другие. Даже в самые тяжелые времена мы не сломились под натиском материальных трудностей, оставшиеся приверженными высокодуховной истинной литературе. В каталоге переведенных нами произведений не встретишь билетристики, увы, столь излюбленной обывателями. В этом можно убедиться, посетив официальный сайт центра astg.org.az.